Америка не устает обвинять Таджикистан во всем подряд. Досмотрите это видео до конца, и мы с вами обсудим религию в стране. За последние годы в Таджикистане резко усилилось преследование верующих. Значительно сузил права мусульман закон о религии. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. Под предлогом борьбы с экстремизмом чиновники увеличили в мечетях число камер наблюдения и металлоискателей. Лица моложе 35 лет не имеют права совершить хадж. Комитет по делам религии при правительстве Таджикистана контролирует не только назначение имамов, но и тексты проповедей в мечетях. Комитет по регулированию религии, традиций и торжеств при правительстве Таджикистана выразил обеспокоенность в связи с заявлением государственного секретаря США Майкла Помпео о нарушениях свободы вероисповедания в Таджикистане. Предпринимаются меры по силовому ограничению ношения бород. В прошлом году сотрудники милиции по всей стране задержали сотни мужчин, взяли отпечатки пальцев, многих против их воли побрили. Ведомство не может согласиться с данными Госдепартамента США и выражает недовольство высказанной позицией Майка Помпео. Комитет по регулированию религии, традиций и торжеств заявлял в прошлом, что такие сообщения не имеют под собой фактических оснований, часть данных из них получена из неофициальной прессы. Такой же позиции придерживаемся мы и сейчас, говорится в заявлении. Разгромлена, признана экстремистской и запрещена партия Исламского Возрождения, которая была одной из двух сторон мирного соглашения, положившего конец гражданской войне 90-х годов прошлого века. Депутаты от партии Исламского Возрождения Таджикистана много лет заседали в парламенте. А как вы считаете, в Таджикистане есть свобода вероисповедания? Вы чувствуете себя гражданином в стране или заключенным? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Напомним, что 8 декабря госсекретарь США Майкл Помпео озвучил список из 10 стран, в которых, по мнению США, нарушается свобода вероисповедания. В их число вошел и Таджикистан. Но это не первый случай, когда Государственный департамент США критикует Таджикистан за преследование членов религиозных меньшинств. Аналогичная критика прозвучала в отчете Министерства за 2019 год. Комитет по регулированию религии, традиций и торжеств при правительстве Таджикистана заявляет, что ежегодные отчеты Государственного департамента США и Международной комиссии по религиозной свободе о свободе вероисповедания в Таджикистане почти не редактируются и однообразны. Комитет неоднократно просил направить в Таджикистан специальную комиссию для ознакомления с реальной ситуацией в религиозном пространстве, для подготовки на этой основе реальных отчетов. Таджикистан добился ряда достижений в религиозной сфере, которые не следует игнорировать, включая нашу страну в список государств, где религиозная свобода полностью нарушается. Это несправедливо, отметили в заявлении. Как подытожили в комитете, путь к успеху – это не представление односторонних и нереалистичных отчетов и выводов, а реальное двустороннее сотрудничество. Вы согласны с ними? Вы согласны, что в стране есть полная свобода вероисповедания и никто не ущемляется? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. И напишите истории, когда вы сталкивались с таким ущемлением. Репрессивная политика Рахмона вызывает лично у меня лишь негодование. А на этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.